Все, доброе утро. Пережил ночь. Вот после тех событий я все это Насте рассказал, что как бы до конца мы не хотели в это верить, но походу так и есть. И выяснился тот факт, Настя еще факты привела, что у меня аллергия именно на кошек. Не на котов, а на кошек, потому что я всю жизнь с котами жил, и все нормально было. И последние разы, когда мы в гостях были, там были коты, то есть много котов. У меня вообще там должна была бы аллергия быть там конкретная. Ничего не было. То есть реально это только от кошек. Вот, так что повезло нам, конечно, что мы выбрали из двух котят именно одну кошку, потому что там другой мальчик был. Но это было видно. Просто нам понравилась она характером. Ну, блин, ничего страшного. Сейчас будем решать так плавно, что делать. Сейчас Аечку на танцы отвез, мы гуляем с Эльдаркой. Вот сейчас можно сказать, что природа местная вот действительно задышала по-весеннему, даже птички поют весенние уже песни. Такая ностальгическая, прям как будто в России. Вот этот, честно, я не знаю, что это за птица, но вот как будто синичка какая-то. По-весеннему поет, прям как будто апрель какой-то в России, снег уже сошел. Тут даже и снег есть. Блин, здорово. Сейчас вышел погулять. В общем, мы какой-то вирус подхватили. Горлышко болит почти у всех. Вот. У меня еще на фоне аллергии, видимо, вообще какой-то ужас происходит. Я не знаю. Сейчас вышел из дома, стало полегче. Вот дома вообще какой-то ужас. Видимо, вирус плюс аллергия — это трындец. В общем, надо что-то с сосиской делать. Я не знаю. Скорее всего, придется с ней расстаться, потому что вариантов других никаких нету. Жить так тоже невозможно. Конечно, это очень тяжело, да, расставаться, но сейчас, наверное, придется искать ей какие-то добрые, хорошие руки, потому что, как бы, абы куда ее тоже не хочется сдавать, все-таки она уже член семьи наш. Вот, но жить я так тоже не могу. Это просто ужас. И я что-то так болеть часто начал тоже вместе с детьми. То есть любой вирус я подхватываю, все сразу. Я, наверное, со школьных времен так не болел часто. Как бы, ну, там можно раз-два в год поболеть, там, не знаю, максимум. Но уже вот за последние сколько, вот за эту зиму даже уже раз в месяц стабильно. Это просто нереально. Нету детишек. Они потом бегут.
Фух. Ну что нового? В общем, нашли мы дом для сосиски. Вот. Отдали ее соседям снизу. Вот там тоже русскоговорящие. Слушай, тоже его. А я сказала, нет, не хочу, у нас нету. Да, вот и это. Вот, ну сейчас как бы на 2 недели, а там посмотрим, как она приживется. Ну, я думаю, она нормально приживется, в принципе. И недалеко от нас. Вот. А так все нормально. Там ребята тоже, семья, ребенок, мама, папа и молодые ребята. Животных нет. Вот, в принципе. Сосиска, что хорошо, у нас она молодая, ей полгодика только. Хотя мы к ней так привыкли уже, конечно. Но ей полгодика, и, в принципе, она может адаптироваться, я думаю, и к другим людям нормально. Кошка, она не глупая, умненькая. Вот. Но, вот, к сожалению, вот эта аллергия долбаная, блин. На кошек, именно на кошек, не на котов. Вообще не знаю, что делать. Я вначале думал вообще из семьи уйти, короче. Сосиска пусть остается. Ну, думал, ладно, как дети без меня будут. Вот, и... Ладно, думаю. Нашли вариант пока. Ну, посмотрим, что, как дальше будет пока. Думаю, все хорошо. Адаптация пройдет. Ребятам она понравится. Ребята ее отпускать не захотят, привыкнут к ней. Болезнь, кстати, протекает тяжеловато. Сейчас мы вот поехали. Мамка нас прогнала, Настя. Чтобы мы поехали на площадку, чуть подышали. Она там сейчас убирается. После сосиски там надо очень хорошую, там влажную уборку сделать. Вот, и нам подышать тоже. Вот сейчас поехали. А так, ломота, я не знаю, коронавирус это или не коронавирус, хрен его уже поймешь. Ну вот, но... Насморк же есть, вот, и... Непонятно. Ну, уже, думаю, такой пик прошел заболеваемости. Сейчас уже такой отходняк сегодня. Завтра, думаю, уже лучше будет. Там тоже нету? Не, нету. Но, как я уже говорил, вот, когда у тебя аллергия, то такая вещь, там, как жалость, там, сострадание, оно немножко притупляется. Да, возьми. Притупляется. И тебе хочется, вот, главное, избавиться от источника аллергии. Но то, что это сосиска, это 100%. Мы с Настей проанализировали, там, где я чихал, например, где-то в гостях, когда мы были, везде, где я чихал, везде была кошка. Не кот, а именно кошка. И это реально... Я об этом не задумывался. Я уже, как говорил, о том, что у меня кошачья аллергия, это я бы, наверное, рассматривал в самую последнюю очередь, потому что, ну, блин, я не мог представить. Я думал, на кошек это на всех кошек. Неважно, на котов или на кошек аллергия. Вот, оказывается, может быть, на кошек именно, не на котов. На котов может быть не быть, а на кошек быть, потому что там у них вот эти гормоны свои кошачьи, женские. Вот, протеин. Сейчас сосиска как раз половозрелый возраст уже входит. Ей уже летом будет годик, и у нее сейчас гормоны начали. У меня еще хуже. Вот весна сейчас началась, она еще линять начала. У меня вообще просто ужас начался. Да, аллергия это, конечно, хреново. Хреново.
Эх, родная сеть 7-Eleven. Здесь, кстати, чувака с велосипедом задержали, с моим. Я не знаю, говорил, нет, вот эта сеть 7-Eleven, это вообще далласская компания изначально, в 50-х или в 40-х когда-то началась. Вот, но первый раз я ее увидел в Таиланде, в Паттайе. Вот. А потом только в Америке ее увидел, я удивился. Отвалил путик. Сижу дома, делать что-то нефиг. Вот, сейчас выздоровели, вроде полегче стало. Ну, уже нормально отпустила. Уже отходняк такой пошел. Я тут сижу, от нечего делать. Сейчас разобрал ноут. Ну, конечно, не просто так. Он был сломанный. Не, как бы он работал, но у него сломалось крепление экранчика. Оно изначально такое было. Ну, вообще, этот ноутбук, это мне его подарили в Таиланде. Подарил очень хороший человек. Вот. Asus ZenBook, вот Core i5, ну, то есть довольно мощный. Даже для не то, что для своего времени, это был 15-й год, 16-й. Он и сейчас Core i5, это вполне хороший процессор. Вот, и он отлично работает. Все дороги практически, он с Восточного Кочевья у меня, и он все дороги со мной проехал. Фактически с того времени везде я с собой его вожу, он надежный очень, он даже падал, вот. Хоть я с ними бережно отношусь, но все работает, все отлично. Вот, но крепление вот это дисплея, оно изначально уже было немножко фиговатым, вот, и потом оно уже доконалось. Надо было по-хорошему его сразу разбирать и делать, пока оно совсем не крякнуло. Вот, сейчас я не знаю, что с ним делать. Я только разобрал, даже не смотрел, что как. Вот. Может быть, запчасть новую покупать, потому что тут вот трещина пошла. Она уже треснутая там все. Может быть, и новую запчасть даже надо будет. Вот, а так этот ноутбук я очень люблю. Хотел новый ноутбук купить со временем, как будет уже там возможность, но я так люблю это, что я бы хотел бы его восстановить. Он меня всем устраивает и по мощности, вот, и по всему остальному, и мне его хватает. Вот нашел здесь дату вот этой рамки, это 2014, конец 2014 года, то есть уже ноут вполне старый по современным меркам. Но для своего времени он был топчик, конечно. В общем, вот эти вот механизмы,
сами крепления к основе ноутбука, они вообще не крутились. Я сейчас открутил эту гайку, вот, ослабил ее. Они прям вообще были намертво прикручены, и поэтому она со временем, видимо, просто надо было их разобрать и смазать, и было бы все нормально. Но как бы у меня вообще до этого руки не доходили. Я всегда боюсь суваться в такие вещи, потому что боюсь, что не соберу обратно. Разобрать-то это легко, а вот собрать это все уже тяжелее, поэтому даже не сувался. Ну, вот, оказывается, такая была всего лишь проблема, и в итоге от того, что они не крутились, они доламывали все это крепление, всю эту фигню. Вот. Ну, сейчас попробую. Ну, это, конечно, я смажу, все это сделаю, но вот уже как крепление его не восстановить тут. Уже, я не знаю, клей на клей это сядет, все нет. Вот. Ну что, это уже утро следующего дня. Ноут я починил. Вот, я его помыл там еще. Ну, там всякие косячки, конечно, остаются. Весь корпус металлический в нем. Вот. И, наконец, крышку сделал. Теперь все отлично. Открывается, закрывается. Вот. Надо даже потуже их затянуть. Эти болты, они не держат. Переборщил. Вот, а так все отлично работает. Включал. Аечка, на, держи. Смотришь, тут ходили что-то. Большой кто-то. Кто-то, это ухо дует, а я просто, он чел дует, что я маг пока. Ура! Так, а к нам приехали ребята из Чувашии. Вот это Андрей. Это, не знаю, как сказать. Короче, он наш проводник в небо. Он диспетчер Чебоксарского аэропорта. И вот мы... Первый раз я летал на самолете благодаря нему. На кукурузнике. Да ладно, не стесняйся. Это для дома может. Ну, вот, и они вот его жена, дочь. Мои уже. Да, вот сидим сейчас за столом, вот они завтра уже уедут, всего лишь на одну ночь. Вот. Мы уламываем их остаться. Да, мы подумаем. Да, сидим вот сейчас. Чемодан больше возьмите с собой. Охрана удобная, я вообще не управляю. Вообще ничего не надо делать. Hello, ladies. Hello. You look like you're having fun. You're not walking. You're supposed to walk so you be tired to take a nap. А там сюда птички сидят в море.
Так, ребят, у нас уезжают уже. Всего одну ночь проночевали. Эх, эх, эх. Кто вы? Ладно, спасибо вам большое. Че, ребят, большой привет Чувашии передавайте. Обязательно. Нашей любимой. Ты поедешь? Нет, конечно, я же с вами останусь. Ась, когда я тебя полюблю? Сильно. Я без себя буду скучать. Давайте обнимем. Спасибо большое вам, что приехали. Да. Спасибо большое. Давайте. Спасибо. Ладно, я Да, не прощаемся, чего? Ладно, она Увидимся, да. Когда хотите, приезжайте в любой момент, мы ждем. поедет. Хорошо, спасибо. Мы папе еще придем. Все, Она договорились, с нами давай. Да? Мы к папе еще приедем. А ты все в Чувашию хочешь? К бабушкам, дедушкам? Хочешь к бабушкам, дедушкам поехать вместе с нами? Ну, а вы будете... А мы сейчас не в Чувашию поедем, мы сейчас поедем в другой город. К тете Тане в гости, ладно? Ну да. Ну давай. Это моя бабуля. Нет, это тетя Таня. Это Ну, не твоя бабуля. Бабуля тоже Таня. Тоже Таня зовут, да? Бабуля моя. Ачка, давай поцелуемся, обнимемся. Вы со мной Мы с тобой идите, друзья. Нет, Ни с кем не будешь. нет, 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 нет. Ну хорошо, ладно. Давай. Давайте тогда. Еду. Ачка, не плачь, мы еще приедем. Мы еще приедем, ладно? Фух, сегодня я получил свой классический загар. У меня обгорел нос снова, страдает. Несмотря на то, что это Флорида, зимнее солнце тут все равно мягенькое. Да и мы, честно говоря, под солнцем так и не гуляем. Обычно вечером, уже перед закатом. Вот, под закат выходим, а тут сейчас мы днем ходили, вот, нормально, там пару часов. И вот все, уже сегодня жаркий день был. 27, это уже реально кажется жарко. Вот. Но понимаешь, что летом будет под 40 почти каждый день. И понимаешь, что это вообще не жарко. Но после зимы кажется, что это жарко.
Очередной денек, прохладный вечерок такой хороший. Сегодня 20 февраля. Время уже 7 часов практически, 6:35. Скоро Настя заканчивает работать, в 7 мы поедем за ней. То есть уже практически до 7 уже светло. День все больше и больше, это так радует вообще. Уже чувствуется все-таки весна. Да и календарная скоро весна уже будет. Вот. Приятно, когда день растет. День длинный. Фу, доброе утро всем. К нам же ребята из Чувашии приезжали, они нам презент оставили. Акондовский вот шоколад есть. Шоколад Аконд, тыры-пыры, все дела. Вот, мы его попробовали. Вот сейчас Настя заценила. Вот, парафин парафином. Как будто свечку со вкусом шоколада ешь. На самом деле, чувствуется вот это пальмовое масло. И вкус российских продуктов на пальмовом масле. Все-таки херовые в России продукты. Это точно. На конт уж точно скатился. Ну, это же, конечно, давно уже было. Но все же хочется отметить, раз уж нам шоколадка попала. Реально невкусная. Американские тоже, конечно, невкусные. Они слишком переслащенные, но не чувствуется такого хотя бы, что ты ешь свечку. Что ты ешь парафин, как будто воск какой-то. Ну, наверное, парафин он и есть. Со вкусом шоколада. Такого хотя бы в американских нету. Ну, может быть, не, такого я не чувствовал. Они бывают просто слишком сладкие. Ну что, так, такого нет.
Фу, сидим на площадке. Сегодня 22 февраля 2022 года. После 10 часов уже с голову напекает вообще там, вот, без головного убора невозможно. Вот надо уже шапкой обзавестись какой-нибудь солнцезащитный, потому что голову напекает уже конкретно. Все, уже такой, зима прошла. С океана приятный бриз такой идет вообще. Фух, ну что, $470 и номер готов. Поставил машину наконец-то на флоридский учет, а то она у меня вообще была безучетная. Здесь во Флориде, кстати, ставится только один номер сзади, спереди не ставится. Это тоже зависит от штата. Вот, например, там в Пенсильвании только... там тоже, по-моему, только сзади. В некоторых штатах и сзади, и спереди. Вот здесь только сзади. Вот. А вот мои старенькие номерочки. Это временные temporary пенсильванские номера. И вот как видно, они вышли вообще еще в августе 9 числа. То есть, а сегодня февраль 22-го. То есть я, по сути, полгода ездил без номеров, без учета в каком-либо штате. То есть на свой страх и риск. Да, ездил, конечно, я нарушал закон, получается, но ездил на свой страх и риск. И на самом деле здесь полиция тебя просто так останавливать в целом не будет. Конечно, это тоже до поры до времени, пока, если бы они увидели эти номера, они бы остановили, но как-то, видимо, не обращали внимания или что-то.
Вот. А так вообще тебя здесь не будут останавливать, если ты не кажешься подозрительным, если ты не нарушаешь правила, тебя могут, наверное, всю жизнь не остановить, по сути, если ты ездишь по правилам и адекватно. Вот. Ну что, сейчас буду ставить номер, снимать старый. Все, наконец-то номеришки стоят. Отлично. Красота. Сразу машину по-другому выглядит, а то с той тряпочкой уже старый. Вообще некрасиво. Можно ехать с чистой совестью теперь. Так, а теперь машинку надо хорошенько помыть, обновить ее, салон почистить весь, пропылесосить там, а то ужас вообще. Кстати, буквально вчера пришлось использовать крокодилы, слава богу, не для себя, ну то есть подкуривать другую машину, а эти крокодилы, а я купил их, они дешевые были в составе какого-то набора, и тут вообще вон переломано, в общем они задымились. Такой шлак просто, никогда не надо покупать дешевые. Сейчас заказал с Амазона другие, но, блин, в самый нужный момент они могут сломаться. Ну, почти единственное, чем засоряется салон, это, конечно же, песком. И, конечно же, он от детей идет. Живем на пляже, на море, на океане, точнее. Вот, этот песок очень мелкий, его очень трудно вытащить. Он как пыль, он вон в порах весь сидит. Его убираешь, он все равно оттуда вылезает. То есть его вообще очень много. Он очень мелкий песок, тяжело его вытаскивать. Ух, это я сейчас машину вытряхнул, там все вытащил с багажника, с салона, ну так почти по максимуму. Вот. Сейчас пылесосить надо будет все. Так, решил все-таки не мучиться, попробовать автоматическую мойку, самую борзую взял за $15, самую дорогую. Вот. Пусть машину помоют. Ну, то я бы сейчас долго мурыжился. Посмотрю, какой эффект будет. Там керамик шилд и все дела. В салоне хоть убрался нормально сейчас. Пошла мочалка. Как я понимаю, она резиновая. Я никогда ее даже не трогал, не знаю. Но по консистенции это вроде резиновые мочалки. Так, ну помылась. Такая красивенькая сразу, чистенькая. Нормально. Прыгайте. Стой. Я первый, потому что я первый. Подожди, как коробки брать? Я забыла. Быстренько мне скажи. А, вот эта кнопка, да? Это прыгай. Вниз, мам, вниз. Ай, колючки, да вижу уже. Мам, Сейчас собаку буду кидать. Я первый. не надо Я начинаю. прячься. Собака. Мам, ты будешь прятаться. Ой, я в тебя кинула. Сори. Кошка. О, Закройте. Закройте. Так, а мы намыливаемся сейчас гулять в город Сент-Августин, в который мы ехали на Новый год. Вот. Только что вышло видео. Вот, возьмем наш прицеп любименький. 100 лет им не пользовались. Будем гулять по городу. И, в принципе, для 2 зайчат тут вполне все подходит. Да. Весь грязный, конечно. Он вообще не мыли мы его с путешествия. То есть он грязь у него родная. Пыль дорог.
ветросвист. Так, вот мы в Сен-Августине. Это прям вот ощущение, как будто в какой-то Барселоне мы находимся. Такие маленькие улочки. Вот прикиньте, вот это вот колледж, вот это здание колледжа, настоящий Хогвартс. И я пытаюсь сравнить, сопоставить с нашей школой, например, да, вот трехэтажным кирпичом. Конечно, разница огромная. Но по-любому это отвлекает от учебного процесса. А в трехэтажном кирпиче отвлекаться не на что. You can also get a lot of history on the Alcazar Hotel itself. You're getting off here, waiting for the bell, you're going to exit to the lounge. Вот, в общем, основатель Сан-Августина, конкистадор Дон Педро Менендес де Абайлес. Папа, смотри, рыбка! А вот маленькие. Смотри, рыбка! Смотри, большая рыбка! Да, рыбка вот эта. Вот это, привет! Рыбка! Можно кормить, там кормить. Покажи. Он будет кусаться. Уплыла. Еще. Много-много. Много-много. Прям на него только будет. Эй, Зашла. рыбка, вот. Жирочка на Ой, маленький ест. Ой. Вот эти Еще. маленькие едят, да? I got a Sean Connery, black and white from Son of Animal. Exactly like my real.
вот эта крепость, тот самый форт первый, укрепленный от индейцев. Так. $15 стоит билет на взрослого, детям бесплатно. Пойдем в эту крепость. Oh, what a life. $15 на взрослого стоит билет, вот вход в эту крепость. Детям бесплатно. Отлично. 1672 года это постройки крепости. Папа, хочу. Там не туалет. Ой, папа, там есть кого-то-нибудь живой? Я слишком быстрая. Аня, иди сюда. Нет. Пойдем смотреть наверх. Хватит туда. Сикона! Даже было сикона!
Вот башня смотровая. Наверное, это был как маяк. Что-то там разжигали, потому что вот там уже океан, вот вход получается в эту речушку. Ну как реку. Короче, в этот рукав. Вон там инлет. Вот корабли оттуда заходили сюда. Oh, he does trust me. He was like, hey, oh, yeah. Это показать, что мы там маме показали, что башня Рапунцель. What I was Почему у меня нет очки? Мы сейчас в 15 минутах от Дайтона уже едем назад. Тут вышли к пляжу. И тут песок совсем другой. Он не такой мелкий. Такие ракушки. То есть не та пыль, которая есть в Дайтоне. Тут нормальный такой песок, можно сказать. Приятный.